Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Гасанбалаев Михаил Джифарович, я являюсь руководителем управы Центрального округа города Якутска. Исходя из названия, как Центральный округ, это, конечно, захватывает центр города Якутска, такие улицы, как Ярославского, Амосова, Кирова, улица Орджоникидзе, проспект Ленина и так далее. Все центральные улицы города Якутска так или иначе относятся к Центральному округу. Это один из самых густонаселенных районов нашей столицы. На данный момент у нас проживает порядка 35 тысяч человек в округе. Это 20 тысяч взрослое население и 15 тысяч это дети. У нас проживает 19 участников войны, всего по округу их 100 человек, и 19 проживают в Центральном округе. Порядка 500 ветеранов тыла. И наша гордость, у нас в округе проживает 2 человека, которые перевалили 100-летний юбилей. Это Сидин Александр Семенович и Гольман Ольга Егоровна. Это наша гордость, долгих лет им еще жизни, конечно. В округе у нас расположено 10 школ, 5 детских садиков, 2 театра, высшие и среднеспециальные учебные заведения, больницы и поликлиники, торговые центры и предприятия, офисы крупных компаний, различных учреждений. В общем, в нашем округе сконцентрировано очень много и делового, и культурного, ну и, конечно, населения. Основной задачей управы Центрального округа является обеспечение комфортности проживания жителей Центрального округа. Исходя из этого, у нас есть ряд основных направлений в работе, и сейчас я вкратце остановлюсь на них. Сегодня у меня, скажем так, отчет за 2016 год, возможно, какие-то планы или та работа, которая проделана в начале, в первом полугодии 2017 года. Основное направление, скажем так, самое ощутимое, это, конечно, жилищно-коммунальное хозяйство. У нас в округе расположено 192 многоквартирных дома, это 176 каменных и 16 деревянных домов, порядка 12 тысяч квартир расположено в округе. Фонд обслуживает более-менее крупных 9 управляющих компаний, порядка 15 ТСЖ у нас создано, и сейчас есть тенденция о том, что многие жители кооперируются, создают товарищество собственников жилья и самостоятельно управляют своим многоквартирным домом, что, в принципе, конечно, хорошо. В 2016 году у нас очень отлажена и качественно прошла подготовка к отопительному сезону. Отопительный сезон прошел без боев, какие-то рабочие бытовые ситуации, конечно, возникали аварийные, но в целом отопительный сезон прошел на хорошем уровне. В домах было тепло, и Центральный округ, как правило, одним из первых заканчивает подготовку к отопительному сезону, и весь этап прохождения отопительного сезона идет извиняюсь, без боев. У нас сейчас отопительный сезон закончится для всех жителей, но для управы это у нас, скажем так, сезон заканчивается, дней 5 мы отдыхаем, и начинается подготовка к новому отопительному сезону, и сейчас у нас в разгаре подготовка к отопительному сезону 17-18, 30% домов уже промыто, мы идем по плану. Конечно, такое основное направление работы, как расселение жителей из ветхого аварийного жилья. Я сказал, у нас уже 16 многоквартирных домов. В 2016 году у нас было расселено 3 многоквартирных дома. Это Крушова, 21, где был расположен магазин «Нужные вещи», Петра Алексеева, 41, это дом деревянный рядом с радиотехническим колледжем, и Шевкунов, 61, это деревянный дом, где расположена 7-я школа. В целом 44 квартиры были расселены, жители получили новое жилье, и в этом году у нас по плану программы расселения жителей из ветхого аварийного жилья стоит дом Ярославского, 6/2. Мы, конечно, хотим, чтобы наш округ остался в целом без деревянного жилого фонда, и я думаю, в принципе, это реально. Вот сейчас будет принято решение о продлении программы по расселению из ветхого аварийного жилья. Я надеюсь, что, скажем, в горизонте 5 лет, может быть, 4 лет наш округ останется в целом без многоквартирных деревянных домов. Вводится у нас новое жилье, конечно, не такими темпами, как скажем так, в других округах города, потому что в центре, конечно, практически не осталось мест под застройку, но 2 дома, Полермонтова, 45 и Пушкина, 28, в 2016 году у нас получили увод, достаточно крупные объекты, и я надеюсь, что жители, которые приобрели квартиры в этих домах, рады и справили уже новоселье. Следующее направление работы – это благоустройство территории. У нас по линии Главстроя в 2016 году
завершено асфальтирование улиц Пушкина и Горького, сделаны тротуары, и сейчас заканчиваются вопросы освещения, и 72-й квартал у нас улицы Горького, Пушкина, Короленко. Вот в этом году мы должны закончить вопрос по внутриквартальному освещению улиц. У нас реконструированы улицы Стадухина и Пояркова. Сейчас у нас идут работы по улице Петра Алексеева и по улице Чернышевского. Я сразу хочу принести извинения за неудобства, которые данные виды работ, которые доставляют автолюбителям, в целом жителям округа, но, уважаемые жители, нужно немножко потерпеть. У нас период проведения работ достаточно короткий, учитывая наши погодные условия, поэтому я думаю, что мы все, в принципе, сможем немножко потерпеть и потом ездить по хорошим дорогам. Также к центральному округу относится 150-й квартал, это частный сектор, у нас там порядка 170 домов частного сектора, это улицы Осямова, Партизана Егорова, Котенко. Наша основная задача по этим территориям – это отсыпка улиц, это откачка территории, и в прошлом году у нас порядка 600 кубов было отсыпано, но эту работу мы также продолжаем и сейчас. Детские площадки – тоже основное такое направление работы по линии управы. В прошлом году у нас было введено по линии управы 2 детские площадки, это Пояркова 13, Ярославского 19. Также силами депутата Илтумена Никитина Игоря Юрьевича была введена новая площадка по адресу Чернышевского 4/1, за что ему большое спасибо. Игорь Юрьевич на протяжении уже, наверное, 5-6 лет ежегодно в округе делает 1-2 площадки. Я надеюсь, что в этом году также мы, благодаря усилиям команды Игоря Юрьевича, получим 1 или 2 детские площадки в округе. Также по Пушкин 31 по народному бюджету у нас появились тренажеры для людей с ограниченными возможностями, потому что Пушкин 31 достаточно специфический объект, это дом специального обслуживания населения, где проживают люди с ограниченными возможностями, поэтому там появились новые тренажеры, что тоже, конечно, очень хорошо, и спасибо организации «Дерево жизни», которая реализовала данный проект. И по Ленина 7/1 у нас, благодаря гранту главы города Якутска, появились новые тренажеры ГТО, готов к труду и обороне. Проект реализован. Сейчас жители данного двора, причем самое уникальное, что они самостоятельно своими трудовыми ресурсами, весь двор вышел, данные тренажеры поставили, сделали и сейчас с удовольствием занимаются на них. Конечно, все мы видим, как в прошлом году, вот, в 2013-2014 город достаточно хорошо увеличил количество цветов, которые высаживаются на территории всего города. Если в 2012 году у нас всего было 200 тысяч цветов посажено, то в 2016 году мы достигли цифры 1 миллион. И по центральному округу эта цифра была рекордной, 229 тысяч порядка цветов было посажено. Конечно, без помощи, без усилия всех горожан, которые приняли участие, население, управляющие компании, предприниматели, школы, детские сады, больницы, они все откликнулись на акцию, которую объявил глава города Якутска, и благоустроили свои территории, и также помогли округу цветами, где мы их уже самостоятельно высаживали. Сейчас у нас достаточно активно также идет фаза озеленения. На данный момент 180 тысяч цветов по округу посажено, это порядка 79% от общего плана. К 1 июля мы планируем закончить. И, пользуясь случаем, я также выражаю слова благодарности всем тем людям, жителям, населению, которые приняли активное участие в этом процессе. Без вас, без какой-то обратной связи от вас, конечно, эта цифра была бы невозможной. Субботники по округу у нас также стало уже достаточно традиционным явлением. И отрадно, что все больше и больше людей включается в это направление работы. В 2016 году у нас 345 субботников было проведено, 6 тысяч человек приняло участие, собрано более 5000 мешков мусора. Не могу не сказать о таком направлении работы, как студенческие строительные отряды. В прошлом году у нас работало 45 человек, это 3 отряда. Ребята показали неоценимую помощь в работах по озеленению, по разборке старых кладовок, по уборке крупногабаритного мусора, по санитарному состоянию. И очень приятно, что в этом году также
студенческие строительные отряды у нас начали работу. Сейчас у нас работает один отряд, мы ждем, когда подключится второй. Очень правильное движение, и ребята очень качественно и достаточно трудоемко делают свою работу. В прошлом году у нас достаточно активно вывозились гаражи, металлические гаражи. Это тоже, если не головная боль, то та проблема, которую, конечно, необходимо заниматься. У нас сейчас по округу порядка 1300 гаражей расположено по всему центральному округу. Из них с разрешением стоят только 270. То есть большая часть у нас стоит без разрешения. И, конечно, сейчас мы будем заниматься вывозом гаражей. В прошлом году у нас около 200 гаражей с округа было вывезено. Я понимаю желание людей ставить машину, учитывая наши погодные условия, прямо около дома, но тем не менее мы должны соблюдать правила, мы должны понимать, что парковочные места нужны, мы должны понимать, что подъездные пути к социальным учреждениям, к садикам, школам должны быть освобождены от металлических гаражей, подъезды к дому. В конце концов, это правила пожарной безопасности, и они должны соблюдаться. Поэтому я призываю всех владельцев металлических гаражей, если вы не хотите, что в один прекрасный момент вы вышли из дома, вашего металлического гаража не оказалось, подойти в управу центрального округа по адресу Ярославского, 17, обратиться по телефону 34 44 21 и либо узаконить свой гараж, либо подобрать место, где этот гараж смог бы расположиться, и вы бы спокойно туда ставили свою автомашину. Еще одно направление работы, скажем так, это социальное. У нас, я уже обозначил количество ветеранов, участников войны, которые проживают, с ними ведется постоянная работа о качестве проживания, о бытовых условиях. У нас есть многодетные семьи. На июнь этого года у нас 286 многодетных семей, которые получают пособие по линии управы Центрального округа. Мы ведем работу естественно, с молодежью, с неблагополучными подростками путем проведения различных мероприятий, отправляем их в лагеря, где с ними ведется достаточно, я считаю, качественная работа по различным направлениям. По округу идут спортивные мероприятия, массовые мероприятия. В округе создан Совет ветеранов, Совет молодежи, Совет по предпринимателям. Вот в 2016 году нами создан Совет отцов. И, конечно, Общественный совет Центрального округа, где отрабатываются различные вопросы, которые касаются абсолютно разных сфер. И я считаю, что в целом, конечно, управа – это ее сила в общественниках, потому что в округе работает всего 14 человек, и охватить все население, охватить все проблемы зачастую бывает очень сложно. И, конечно, мы не всегда можем очень быстро и оперативно отреагировать на какую-то проблему. И общественники, общественные советы, которые у нас работают, я считаю, они эту функцию могут выполнять, сигнализировать, обращаться, вырабатывать какие-то пути решения. Я очень рад, что наши общественные советы, они действительно рабочие, они не раз доказывали, что могут решить реальную проблему. Что касается обращений граждан, у нас за 2016 год поступило 261 обращение, через портал OneClick у нас поступило 125 обращений. Отрадно, что через портал OneClick у нас растет обращение. Жители, это говорит о том, что люди доверяют, знают про этот портал. И мои коллеги иногда не очень радостны, когда у них много обращений на портал OneClick. Я наоборот считаю, что чем больше обращений, тем лучше, потому что люди, доверяют, знают, что через этот сайт можно свою проблему решить. Сейчас у нас за 2017 год, за первое полугодие поступило 62 заявки, из них решено у нас 43, в работе 19. Конечно, есть вопросы, которые за неделю-две не решаются, вопросы достаточно долгосрочные. Это касается и асфальтирования дворов, это касается устройства детских площадок, вопросы освещения внутриквартальных территорий. Конечно, вопросы, которые касаются деятельности не только управы, но в целом они перекрестны с другими структурными подразделениями мэрии. И вопросы, они, конечно, в работе, но зачастую их сразу снять не удастся. Сейчас есть такой замечательный проект, который я тоже пару слов хочу сказать. Это проект по формированию современной городской среды, то есть благоустройство именно дворовых территорий. И в Центральном округе в этом году
У нас в целом поступило где-то 12 заявок от жителей, которые объединяют несколько многоквартирных домов, и прошли у нас адреса Ленина 7/2, 7/1. Это большая дворовая территория, где будет сделано асфальтирование, освещение, будут установлены скамейки, детская площадка, облагорожена зеленая зона. Это будет действительно вот к 10 сентября, к Дню города, мы должны получить очень качественный, но если не образцовый, то близко к этому двор. В городе Якутске это самый центр, и я думаю, жители этих домов, которые активно включились в работу, которые постоянно держат на контроле ситуацию, будут довольны. У нас прошел адрес Курашова 43, Короленко 28, это китайская стена, также достаточно дворовая территория, дорога разбита. В этом году жители также получат новую дворовую территорию, освещение. Также у нас прошли адреса Чернышевского 16/1 и Ленина 11/1, 11/2. Важно то, что основным условием работы этой программы было участие самих жителей. И я хочу сказать, что те проекты, которые не прошли, чтобы жители не расстраивались, программа предусмотрена на 5 лет, и до 2022 года, я думаю, большая часть дворовых территорий по центральному округу будет сделана. Если есть какие-то вопросы, обращения, смело приходите. Ярославского 17, телефон 34 44 21. Я есть во всех социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме. Очень часто люди обращаются туда, так что пишите, обращайтесь. Мы всегда на связи и готовы включиться в решение вашей проблемы. У меня вкратце все. Спасибо.